Пандемия, борьба с нелегальными перевозчиками, коррупционные скандалы. Сегодня глава республики Ради Хабиров в прямом эфире дал большое интервью по итогам 2021 года. Проблемы, достижения и планы на будущее. Разговор зашел в частности о том, почему руководитель региона не вмешивался в историю со сносом гостиницы «Лидо». Более 2 часов Ради Хабиров отвечал на самые разные, главное, злободневные вопросы. Подробнее об этом в материале Артура Шамсутдинова. Говорить честно и откровенно – главный девиз большого интервью. Ради Хабиров сразу обозначил, что готов отвечать и на острые вопросы, которые были. В частности, его спросили о ситуации со сносом гостиницы «Лидо» в Уфе. Эта история вызвала много негатива в адрес властей. Глава республики объяснил, почему не вмешивался. Постановление суда о сносе было еще в 2016-м, и решить вопрос мирно изначально было невозможно. Ситуация с «Лидо» гнилая. Там мне непонятна роль муниципалитета того времени, когда это все строилось, и так далее. Это вот первая история. Там, в моем понимании, как это говорят, вот защитить честный бизнес, я там не видел вот истории, чтобы я вмешался защищать честный бизнес. Объект сделан таким образом, что практически привести его в соответствие с ГОСТом, стандартам и так далее, строительным нормам, его невозможно. Затронули и тему коррупции. На сегодня 2 руководителя министерства арестованы, несколько глав районов под следствием. При этом никто из них не уволен. По словам Радия Хабирова, как опытный юрист, он всегда руководствуется презумпцией невиновности. Обвинить можно любого, но нужны объективные доказательства. Иногда объект строишь, потом по новой начинаешь. Там возникает тысячи всевозможных юридических мелочей, которые, в общем-то, если посмотреть, формально могут привести к тому, что это состав либо злоупотребления, либо халатности и что-то такое. Я сразу сказал, что для меня главный показатель – понимание мной, положил ты в карман или не положил в карман. Когда говорят «нет», я говорю, пусть доказывает суд. А для меня он остается главой. Немало негатива в свой адрес глава региона получила после так называемой транспортной реформы. Впрочем, уже сейчас можно обозначить достижения. Старых пазиков на улицах стало в разы меньше. Вместо них новые автобусы. И самое главное, предприниматели вывели из теневого оборота денег, где крутились миллиарды рублей. 7 миллиардов по оценке, которые мы делаем математически, соответственно, сопоставив то, что через Башавтотранс, вот рынок Башавтотранс... Вы поэтому же карта Алга, им не нужна, Ради Фаридович. Конечно. Вот это все... Тут и коррупция, и все что угодно, пустила корни очень давно. Выковыривать эти вещи очень непросто и долго, потому что они бьются за эти деньги, за эти левые деньги, которые можно делать. Что называется, из наболевшего вопросы, связанные с пандемией. Так уж вышло, что почти половину своего срока Ради Хабиров вынужден бороться с коронавирусом и принимать непопулярные решения. Вынужденно страдают люди и бизнес, но иначе никак. Постепенно ситуация налаживается. До достижения коллективного иммунитета осталось не так много. Растет и число тех, кто проходит вакцинацию по 2-му кругу. Каждый день у меня доклад. На данный момент уже 200 с лишним тысяч вакцинированных ревакцинировались. Вот ваш покорный слуга, я уже говорил, я 4 раза вакцинировался. 1,5 года борьбы с коронавирусом забрало у бюджета 28 миллиардов рублей. Это огромные деньги, огромная сумма, которую можно было бы потратить на развитие, на строительство детских садов, новых поликлиник, решение каких-то социальных вопросов. Самое главное, что мы достойно из этой истории выкарабкиваемся, наша республика. Восстанавливается и экономика. Республика уверенно выходит из кризиса. Растет инвестиционная привлекательность. За первые 3 квартала объем инвестиций увеличился более чем на 3%. Сейчас вопросы поддержки граждан, вопросы сохранения рабочих мест, вопросы сохранения бизнеса и его работоспособности являются одними из приоритетных. И это очень импонирует. И мне, как и представителю бизнеса в том числе, и как председателю Совета по правам человека, это очень было приятно услышать. Ради Хабиров также рассказал о взаимоотношениях с членами правительства, работу которого оценивает высоко, но при этом может и поругаться. В вопросе взаимодействия с другими регионами глава республики отметил здоровую конкуренцию и привел примеры своего спортивного прошлого. Только в соревновании с более сильным можно стать лучше. Артур Шамсутдинов и Эмиль Басареев. Новости.